Так, друзья, ассаламу алейкум, витаю вас. Шалом алейкум. Гутен абенд. Подождите. Включу. Так, мы в эфире. Все у нас вроде бы работает. Итак, с вами снова я, Аслан Арцуев, на канале YouTube Reality и в TikTok Аслан Арцуев. Время 18 часов 2 минуты по Берлину, 30 октября 2025 года. У нас очередной стрим, который называется «Армия против ФСБ. Кто заплатит за войну в Украине, боевики или палачи?» Давайте об этом и многом другом поговорим. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, друзья. Ваша безопасность в ваших руках. Смотреть безопасно, распространять ссылку и писать комментарии и выявлять себя. Это небезопасно для вас. Будьте осторожны, потому что сейчас ситуация на России очень опасная. Так. Все остальные, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки, распространяйте, будет больше людей узнают правду. Интересно. Итак, приветствую, друзья, всех приветствую. События разворачиваются стремительно, очень стремительно, вообще очень мощно стремительно. Так, Чемурзиева, приветствую. Всех, друзья, приветствую. Так, а сам вы знаете что-нибудь о судьбе брата Шамиля Аббасаева? Нет, не знаю. Мне кажется, он погиб. Не знаю я, насколько это соответствует действительности, но я не слышал ничего. Друзья, давайте поговорим. Смотрите, ситуация разворачивается стремительно. Конечно же, очень интересно все будет. Не знаю, насколько, к чему это все приведет, что из этого получится. Но ситуация следующая. Российские боевики, это я российских военных так называю, палачи – это ФСБшники. Боевики, вооруженные бандиты – это российская армия. И сейчас у них очень серьезное противостояние получается. Дело в том, что война зашла в тупик, победить невозможно. Армия из себя представляет сброд просто бандитов, садистов, убийц, которые не только убивают и издеваются над теми, кого они пришли оккупировать, но и над самими собой. То есть внутри очень жесткая такая диктатура у них царит, самый настоящий садизм людей. Обнуление это уже считается таким уже общепринятым таким термином. Обнуление это значит уничтожение. Если не выполняешь приказ, то тебя обнуляют, то есть уничтожают.
просто расстреливают. Расстреливают из трофейного оружия, по-разному бывает. Вывозят там тела на передовую, там бросают, как будто под а, украинский обстрел попал, застрелят и так далее. И вот ситуация просто отвратительная на фронте. Я думаю, Украина, если бы захотела бы, она бы легко дошла бы до Москвы. Из-за того вот такой вот ситуации сложившейся. Ну, нельзя сказать, что легко дошла бы, да, не будем преувеличивать, но она смогла бы дойти. Если бы ей дали бы еще вооружение, которое, скорее всего, у нее уже имеется, кулак, который она подготовила для нанесения мощного удара, тоже имеется. И а, сейчас военные уже поняли, что война абсолютно бессмысленна, ничего они сделать не могут на этой войне, победить не могут, их просто уничтожают. Они уже прямо это называют геноцидом русского народа или российского народа, по-разному. И знаете, отчасти они правы, отчасти правы. Я долго думал, какую сторону занять. Вот как в футболе, когда ты занимаешь чью-то, абсолютно две команды тебе не знакомы, но ты выбираешь, кого вы занять. Но не смог я выбрать никого и решил пожелать обеим сторонам успеха. Пусть обе победят. И ситуация следующая. Как известно, российская армия, советская еще армия, была очень большой головной болью для КГБ СССР. После победы во Второй мировой войне над нацистами Сталин удерживал свою советскую Красную Армию в Европе, в Германии, для того, чтобы она не пришла в Москву и не смела его. Долгое время большой контингент удерживался здесь, в Европе, под видом того, что вот нужно защищаться, нужно удерживать захваченные территории и так далее. На самом деле, как утверждают некоторые историки и эксперты, это было больше сделано для того, чтобы сохранить свою власть. Вокруг самого Сталина было НКВД, и после смерти Сталина НКВД фактически уже возглавило это государство. Не так уверенно, как уже в 80-е годы, когда советская армия загрязла или увязла, хотя точнее загрязла, увязла в Афганистане. И понимая, что когда с Афганистана эти военные вернутся, банда КГБ СССР, палачи из ФСБ, КГБ тогда, решили развалить Советский Союз. И не просто развалить, а просто очень сильно хапнуть. Забрать все советское имущество, прибрать к своим рукам. Конечно же, для того, чтобы их признавали, чтобы они были легитимными, они делились с Западом и хорошими контрактами, и много что оставляли. Когда разваливался Советский Союз, была оставлена Восточная Германия, Варшавский договор развалился, НАТО сохранилось, которое было создано не раньше Варшавского договора, стран Варшавского договора, этой оси зла, а после уже, в ответ на вот это военное объединение. И затем то, что мы, ничего не имея в собственности, мы, наши отцы, деды, бабушки, дедушки, ничего не имея в собственности в Советском Союзе, работали как рабы на это государство, было маленькой кучкой людей, даже не все ФСБ это прибрало, хотя, конечно, ФСБ это у них там новое дворянство и все такое, и они все не бедные люди. Но по большей части это все вот было прибрано
рукам КГБшниками, ФСБшниками. Потом это было ФСК, а потом это стало ФСБ. И для того, чтобы отвлечь уже эту армию от разграбления советской собственности, была развязана маленькая, так называемая, маленькая победоносная война против суверенного независимого чеченского государства, Чеченской республики Ичкерия. Джохар Дудаев как-то сказал, что советская армия это была единственная сила, которая сдерживала вот этих авантюристов от политики и разных вот этих палачей. Абсолютно аморальных, абсолютно циничных, абсолютно жестоких. Вообще никаких рамок, ничего, никакого понятия, ничего у этих людей нет. Они людей за людей не считают. Других туда не берут. Причем там в основном уже потомственные. В третьем поколении некоторые, в четвертом поколении. Как вы заметили, Министерство внутренних дел, Следственный комитет, все вот, конечно же, Министерство обороны, везде возглавлялось ФСБ. При Путине мы все это прекрасно помним. Начиная от Иванова, Сердюкова, старый агент ФСБ. Кто там следующий был? Шойгу, действующий, как некоторые утверждают, офицер, генерал ФСБ. Белоусов, тоже откуда ни возьмись взявшийся, да, тоже без сомнения является ФСБ. И все хлебные места, все властные места были заняты ФСБ. Более того, сама армия, российская армия, которая была запачкана, дискредитирована чеченской кровью, которая предала, можно сказать, своего коллегу советского генерала Джохара Дудаева и пошла убивать его и его народ. Вот эта банд-армия была также инфильтрована огромным количеством агентов ФСБ. То есть военных вербовали. Не только министрами назначались, министрами внутренних дел, помните, Нургалиев. Все люди, это ФСБшники были. Милицию, а не полицию. Тогда милиция называлась. Они ее дискредитировали. Помните, Путин на одной встрече там, как сокращенно, когда переименовывали они милицию в полицию, как сокращенно они там, издевались, там, не буду выражаться, как они над милицией, ставшей полицией, издевались, ее тоже принижали и так далее. ФСБ была такая неприкасаемая каста, и военные мечтали, генералы разные всякие, мечтали, чтобы на них обратили внимание, им дали хлебные места, им давали хлебные места. Тем более они были дискредитированы, скомпрометированы геноцидом чеченского народа, и в случае чего ими можно было легко управлять. И эта армия, еще об этом писал Абдурахман Автарханов в своих книгах, была вооруженными силами КГБ, он называл ее. Уже в 80-е годы она уже фактически была уже вооруженными силами КГБ после афганской войны, войны против Афганистана, точнее будет сказать. И вот сегодня мы пришли к тому, что это банд-армия, которой разрешалось грабить унитазы. Знаете, как много говорилось про эти унитазы, про это мародерство. Это реально были мародеры, это реально бандиты, вооруженные боевики, вооруженные бандиты, которые грабили все. Это срез российского общества. У них уже не осталось никакой ни чести, ни достоинства. Они под ФСБ были. Еще когда они конкурировали с ФСБ, с КГБ СССР, совсем КГБ СССР, не с частью нынешнего ФСБ, как сейчас, а когда советская армия была 3 миллиона, 3,5 миллиона, тогда у них была и какая-то честь, там, когда служил Джохар Дудаев, Аслан Масхадов, тогда какая-то честь, порядочность еще сохранялись, но после этого все уже потихонечку выветрилось, вымылось.
из этих структур. Да, есть умные люди, да, может быть, есть еще какие-то офицеры, честь для которых что-то имеет, какое-то значение имеет. Но по большей части это уже такая жалкое отребье. Не в смысле силы. Сила есть. Пока очень большая. Очень большая. В смысле моральных устоев, нравственных устоев. Этого уже нет. Они уже больше похожи на своих хозяев из ФСБ. И вот сейчас мы видим, что армия, которую уже делают крайней, ее просто стачивают, ее уничтожают. Ничего она поделать не может. Созданы такие условия со стороны Украины, где вот эта так называемая мертвая зона, которую просто пройти невозможно. Уничтожается все и вся. И понимая, что война уже заканчивается, понимая, что ФСБ сдает Западу, как когда-то она сдавала Советский Союз, сдает уже все интересы, уже тогда и Кубу сдали, и Восточную Европу сдали, много тогда что сдали, да, специалисты и постарше люди все помнят, сколько чего было сдано. Сейчас, я полагаю, ФСБ и Южную Америку полностью сдает, и Мадуру сдает, и всех сдает. Иран сдала ФСБ, Сирию сдала, что еще, Армению, Нагорный Карабах, Армению сдала. И вот ситуация вот разворачивает таким образом, что военные уже поняли, что все. Поняли они раньше. На самом деле нужно признать, военные, российские военные, там реально нужно признать, есть умные люди. И они поняли еще тогда, когда Пригожин просил у Шойгу снаряды. Я лично считаю, что это была имитация, а Пригожин сыграл попа Гапона, провокатора, который через вот этих вагнеровцев, Уткина, других разных офицеров, генералов, согласился поднять мятеж, пойти вперед, сказал, что что-то нужно делать и так далее. И пошел, как вы думаете, куда? На Ростов. Он, наверное, думал, что Путин сидит в Ростове. Или Шойгу сидит в Ростове. Там только он Евкурова и еще там одного нашел. И таким образом все, кто поддержал хотя бы звонком, хотя бы словом поддержал Пригожина, пострадали. Кто больше, кто меньше. Агенты не пострадали, конечно, потому что очень много инфильтрированных агентов. На самом деле, сегодня, там говорят, Росгвардия, да, у России сейчас милиции, Росгвардии, ФСБ, вот этих всего для внутреннего подавления внутри России разных там своего народа, около 3 миллионов человек работает. Армия составляла меньше миллиона. Ну, сейчас говорят, там до 1,5 миллиона дошла. Представьте себе, самая большая страна в мире имеет 1,5 миллиона человек военных и имеет 3 миллиона полицаев, спецслужбистов, Росгвардии, там, охрана президента и всех остальных вот этих бандитов. То есть свой народ она боится больше, чем она боится вторжения извне. И сейчас, когда, тогда вернемся к Пригожину, Пригожин спровоцировал конфликт, однодневный мятеж. Причем, знаете, когда вас посылают на мясные штурмы, когда вас на преступную войну против братьев, как они называли украинцев, посылают, когда поняли, что они оказались в ловушке, что эта война бесперспективна, а между прочим, умные российские военные, такие как Леонид Ивашов, в самом начале предупреждали, что это абсолютно бесполезно и это абсолютно опасно для самой вот этой России. Но его не послушались. КГБ нужно было стать неодворянством. Они уже грезили, как они будут неодворянами, как они будут там владеть Киевом и так далее.
И сейчас тот же Ивашов и некоторые другие комментаторы, эксперты, военные говорят о том, что да, мы попали в ловушку, нас уничтожают и уничтожат в дальнейшем. И в этой войне кто-то должен быть крайним, кто-то должен ответить за эти преступления, за десятки и сотни тысяч убитых и раненых, как украинцев, как украинцев, так и своих, а, которых уже более там 1 300 000 уже перевалило. Представьте себе, убитыми и ранеными. И для этого сейчас им нужно, осознали, уже прямо начали говорить, Путин предатель, начали говорить. Это вот Ивашов, например, говорит. Нужно здесь отметить, что Ивашов является, ну, хоть и очень, на мой взгляд, не глупым человеком, является матерым просто фашистом, чеченофобом и антисемитом. Американофобом, само собой. И это просто, чтобы понимали, что если я делаю какой-то, обозначаю какого-то человека, чтобы не было такого, что человек заслуживает комплимент. Нет, человек служит вот этой бандитской машине, всю свою жизнь служил. Служил, когда уничтожался чеченский народ, когда уничтожался. Тогда не возникал, а теперь начал говорить, что вот, понимаете, начиная с Горбачева, потом Ельцина и сейчас Путиным, которому, между прочим, уже 25, скоро 26 лет он уже у власти, что это единый такой сценарий по развалу России. А где-то этот Ивашов был, а человек, как я сказал, не глупый, я не верю, что он не понимает, что он говорит. Где он был вот эти все 30 лет там, все это время? Что же так долго доходило до Ивашова? А дело в том, что тогда все были согласны. И вот с этой Америкой, Западом, которому сейчас якобы продался Путин, они продались все. Они все были согласны на то, чтобы стать из вот этой коммунистической советской России, то есть присягу все, кто носит погоны, нарушили все, которые присягали коммунизму, СССР и так далее. Все нарушили. Никто не пошел воевать против тех, кто разваливал Советский Союз. Всех устраивала рыночная экономика. Все понимали, что Советский Союз не конкурентоспособный, что он загибается. И только лишь поэтому они согласились. Да, у КГБ были свои планы, но все согласились, потому что всем было выгодно. И многое что дала и Америка, и Запад, и Европа, абсолютно все, что никогда в жизни эти люди не увидели бы. Ходили бы, как ходили там, в лаптях там, или каких-нибудь керзовых сапогах, и больше ничего и не видели бы. И в ватнике каком-нибудь. Все дала Америка, и Китаю помогла, и им помогла, и думала, нормальные цивилизованные люди будут. Но нет, увы и ах, не стали. Китай вот сделал рывок. Арабские многие страны сделали рывок, а Россия не сделала. Ну, наверное, причина в России, раз она так сделала. Потому что Россию разворовывали. Никто не создавал государство. Все. ФСБ всегда грабила. Она пришла в власть и безгранично властвовала на территории Российской Федерации. Безгранично. Не было просто даже конкурентно. Задавила эту армию, подчинила, купила, дискредитировала. И все, и не было больше этой армии, которая могла ей угрожать. Были какие-то патриоты, умные, думающие, их убивали. Например, был такой Илюхин, тоже не друг чеченцев, сразу скажу, но был человек, который реально был за Россию, которого убили. Был Лебедь, который тоже не друг чеченцев и тоже с запятнанным кровью мундиром гражданского населения. Но все равно за Россию думал он. А вот Леонид Ивашов не думал за Россию тогда. Вот сейчас он думает, когда уже все уже, как говорится, приперло. И поэтому я думаю, что теперь какая-то развязка должна быть.
какая-то развязка произойдет в любом случае. Потому что отвечать за эту войну придется. Придется. Кому придется, это уже покажет время. Силы у военных есть. Да, сейчас они в Украине воюют, но если они быстро соберутся и выйдут с территории Украины, я не думаю, что украинцы побегут за ними. Хотя украинская КГБ УССР, которая также находится во главе властных коридорах Украины, сделает все возможное, чтобы этого не произошло. Она бросит их вслед, свои солдаты, если пойдут украинские солдаты, давайте вперед. Не знаю, как будут военные выкручиваться, но это тоже такой крюк, на котором сейчас они зацеплены. И они так просто не выйдут из Украины, даже если захотят. Потому что именно военные бы согласились бы, почему нет, их территория, если освободится. Я думаю, было бы глупо, если такой договор состоялся бы. Но не знаю, как это развернется. Но был такой Квачков, есть, по-моему, и сейчас не сидит снова, который был постоянно с Гиркиным, с ФСБшником. Я удивлялся, почему этот Квачков, вроде умный человек, да, вот, ну, он спецназовец, там, профессиональный убийца, но человек не глупый. И по реакции его разговора, моментально реагирующий, мне нравятся такие реакции людей. Но просто убийца, сразу, чтобы понимали, да. Но при всем при этом Гиркин, тоже, кстати, не глупый человек, был все время рядом. Меня удивляло, как эти два человека вместе. Ну, они воевали против Украины, им нужно было задавить тогда Украину, и, видимо, тогда еще была надежда, что что-то получится. И они были вместе. Гиркина сейчас либо посадили, что я так не очень сильно в это верю. Может, сидит где-нибудь там, или просто спрятан где-то на даче. И вот эти люди сейчас военные должны, они, ну, как бы, они представляют, этот Квачков говорил о том, что самая большая угроза для нас это кадыровцы. Что вот они выйдут из Чечни, сразу приедут на помощь в Москву там, и так далее, и так далее. Что они представляют угрозу для военных и так далее. Ну, определенная угроза, конечно, существует, но с учетом опыта, военного опыта, который сейчас приобрели российские военные в Украине, и с учетом их мотивации, после того, сколько их товарищей, соратников, сослуживцев полегло на бескрайних просторах украинских полей и лесопосадок, я думаю, это не очень серьезная угроза для военных. Самая большая угроза, на мой взгляд, это инфильтрированные в саму российскую армию агенты ФСБ, которые в огромном количестве, я знаю, на каналах, на телевидении, которых смотрю, я их уже определяю, кто является кто из них, кто работает на ФСБ, кто не работает на ФСБ. И вот сейчас разворачивается вот такой вот сценарий. И в это время, когда уже Ивашов начал говорить такие вещи, который очень аккуратно подбирал слова, очень тактично подходил к каждому в своем интервью, сейчас видим, что он уже такие вещи говорит, которые просто он раньше бы никогда не сказал бы. Это говорит о том, что они уже очень сильно созрели, скажем так, к той ситуации. Единственная сейчас вот проблема, которая сейчас возникает, это то, что Путин сейчас начал привлекать внимание, вы обратите внимание, наблюдая все вот это все в целом, вы можете увидеть, как Путин начинает грозить буревестникам. То есть орешникам грозили. Потом показали нам какое-то видео, которое разбило какой-то завод, типа Орешник разбил этот завод на этом видео якобы. И какие-то молнии с неба упали. И все. Я обрыл весь интернет тогда. Я так и не нашел. Ну, должны же быть, ну ладно, украинцы что-то там засекретили.
ну, хоть кто-то снял, там, журналист какой-нибудь иностранный, еще кто-то, ну, это же, ну, феноменально, вот такая ракета, которая просто летит, уничтожает, и все такое. Ничего не нашел про Орешник. Прошло какое-то время, начали говорить про буревестник. То есть уже орешники закончились, уже поприменяли, и теперь перешли на какие-то буревестники, которые 14 тысяч километров летят, до Америки летят и так далее. Ну, следуя, видимо, своей доктрине национальной безопасности, Трамп сразу ответил, что да, мы тоже проводим учения. И происходит эскалация. И фактически получается, что когда военные уже понимают, что нужно что-то делать, и уже это будет не какая-нибудь группа просто убийц-головорезов вроде Уткина, которых обманул Пригожин, а будут генералы, будут академики военные, разные специалисты, которые... Ведь военная разведка очень мощная разведка. Российская военная, советская военная разведка с большой историей, очень мощная разведка. И там сидят очень неглупые люди, не меньше, да, может быть, и даже умнее, даже, чем ФСБ. ФСБ больше на бизнес заточено, а эти заточены именно как государство там защищать. Хотя и бюджет тоже пилят, и дискредитированных полно, и коррупционеров, и всего остального. И вот сейчас получается интересный момент такой. Военные в лице Ивашова, который является, вот, можно сказать, одним из главных публичных лиц вот этого сообщества военного, заявляют об этом. И в этот момент появляется буревестник. Потом в Украине окружены украинские военные. Все разбиты. Да, там наступление, говорят, идет. Хотя тоже, уже я даже не знаю, из украинских средств массовой информации верить я уже давно перестал. Вот просто раньше я там закрытыми глазами доверял. Вот украинцы сражаются, все, молодцы. Но уже давно я перестал, уже абсолютно там такой бардак. Да, военные, конечно, воюют, свою землю отстаивают. Но а дальше все печально в Украине тоже, не только в России. И сейчас ядерное противостояние начинается. Буревестник, эти орешники, как я сказал, уже закончились, и появляется теперь буревестник. И этот буревестник с ядерным реактором, он, короче, может лететь 14 тысяч километров, а может, Путин говорит, он вообще безграничный. Что хочет Путин лепит, все хавают просто за милую душу. И вот ситуация разворачивается таким образом. Короче говоря, получается, что сейчас любой, кто встанет против Путина, он встает, ты смотрите, американцы на нас ракеты направили. Подводная лодка американская уже у берегов находится России. А вы тут, значит, ах, вы предатели, вот вы какие негодяи, скажут на всем, кто начнет возмущаться. Военные же, если выходить, просто военная хунта будет, чисто военные, если будут гасить, а без этого не получится у них ничего, просто физически придется всех, кто оказывает сопротивление, военным уничтожать. Там разных Росгвардии. Я думаю, это недолго займет. Быстро все разбегутся. Опять же, угроза это инфильтрация вот этих ФСБшников внутрь военных. Вот что. И еще, я думаю, нехватка опыта управления государством. Плюс еще придется налаживать контакты с международным сообществом. Но это, я думаю, если стабилизировать обстановку, можно будет сделать. Но, с другой стороны, ФСБ готовится по-своему, как вы видите. Сразу эти буревестники пошли, окруженные украинцы там где-то сидят. Вот вы нам победу не даете, вы додавить не даете нам, значит, до врага. Вот так это все будет происходить. И здесь давным-давно сидят матерые КГБшники, агенты КГБ.
генералы КГБ, там разные Гудковы, Ходорковские, Каспаровы, вся вот эта братья ГБшная, которая сидит в Европе. Они давно просили, прямо Гудков говорил, вы, кнут есть, когда будет пряник, говорил Гудков. Это прямая цитата. Хватит уже, говорит, пряник дайте, короче, дайте нам пряник, мы согласны, типа. Вот такие вещи говорил Гудков. И сейчас они создают антивоенный комитет, им там площадка, где-то там в ПАСЕ, может быть, будет выделена. Там написано, правда, по уставу, кто будет выделять им эту площадку, что люди должны быть не дискредитированы, что они должны быть с идеально кристальной биографией. Правда, один генерал КГБ, другой его сын, другой матерый, ну, вор, мега-вор Ходорковский, за которым просто шлейф убийств, который висит. Ну, короче говоря, ничем лучше Путина там персоны, короче, собираются. Они даже здесь своих противников, вроде Волкова из ФБК Навального, пытались потом Жданова, этого Волкова там молотком для отбивной пытались забить. Я смеюсь не потому, что это смешно, в смысле, что на него напали, а в смысле, когда на Волкова напали, ему говорят, что это было. Он лежит там перемотанный весь, он говорит, прям в прямом смысле с меня хотели сделать отбивную, он сказал. Молотком для отбивной. И хотели похитить и вывести его должны были Волкова, как говорят. Как утверждает Волков. Короче говоря, вот ситуация разворачивается следующим образом. Что из этого произойдет, только Бог знает, как это все выйдет. То, что ФСБ не на шутку испугалась, это факт. Они все меры сейчас применяют. Они сейчас еще больше что-то будут обещать Западу. Только не дайте, чтобы военные пришли. А Западу тоже военные не нравятся. Мне кажется, с Путиным легче договариваться Западу. Даже исходя из того, что, помните, когда были выборы Путина, фактически все признали Путина. Хотя это была абсолютная фальсификация, абсолютная ложь. Путин абсолютно нафиг никому там не сдался, несмотря на эту круглосуточную пропаганду. Даже здесь, в Европе, в Германии, у нас здесь в Берлине, в посольство люди шли голосовать по просьбе того же Навального, по призыву Навального, против якобы Путина. И такая очередь устраивалась. И как будто представлял, что выборы такие активные и так далее. Хотя можно было просто проигнорировать. И некоторые предлагали проигнорировать эти выборы. Бойкот этим выборам взять. Но на Западе или там, кто там курировал Навального, да, в России, они кто-то предложили, что нужно, и вот они вот это все проводили. Было видно, что, ну, в принципе, Запад не против, да, и мы видели, что Путин прилетел на Аляску, ему постелили красную дорожку, и говорю, ну, дальше, да, рукопожатен, да, можно, с ним можно иметь дело. Ну, человек, если дает то, что коллеги ФСБ, если отстегивает, что нужно, ну, почему не делать с ним дело? А придет какой-нибудь там, я не знаю, ну, кто там у них военный там, Ивашов по возрасту может не подойти, там еще кто-то там, много у них там найдется, кто придет, например. И что? И что тогда? Неизвестно, что захочет этот человек, правильно? Поэтому ситуация, вот на мой взгляд, такая. На мой взгляд, такая, и эта ситуация будет эскалироваться. Что-то должно произойти. Просто такое клинч они входят, фактически вошли. Сейчас Навальный говорю, имперец, фашист, мегавор, за которым шлейф убийств. Ходор, говорит Путин, предатель. Кого он предал, Ходор? Кого он предал, скажи мне, пожалуйста. Неужели тебя он предал? Потом информация, что снова опять начали муссировать информацию, что Ходор 50 миллиардов долларов отсудил, там какой-то там суд голландский вынес опять решение, потом опять решение. Ну, типа у Ходора денег много, все, объединяйтесь вокруг. И как раз совпадение такое невероятное просто.
И вошел, назвал Путина предателем. И раз, и появился Ходор, который тоже называет Путина предателем и говорит, мы должны что-то сделать, взять в руки оружие и так далее, и так далее. Кстати, я помню Ходорковский, Михаил Ходорковский, после того, как отсидел якобы 10 лет, скорее всего, он там находился под легендой, говорил, что сам лично с оружием в руках пойдет убивать чеченцев, чтобы нашу землю, которая наша, которая где-то там, где в Москве, Подмосковье рожденный Ходорковский, не имеет никакого отношения к нашей земле. Но он хотел вот пойти. Ну, сходи тогда, Ходорковский. Я думаю, пойдет. Если они придут к власти, пойдет. Пойдет Ходорковский, будет убивать не меньше и не безжалостнее, чем сам Путин это делал. Патрушев, Путин. Потому что из одного учреждения людоеды страшные. Абсолютно аморальные, циничные людоеды. Какие бы европейские там костюмы они не рядились, остаются все равно теми же садистами и сатанистами, которыми они являются. Некоторых, видите, еще один интересный момент, тоже наблюдение такое интересное, что они совместно работают. Например, как мы знаем, в Берлине был убит Зелимхан Хангашвили. И его убийца Вадим Красиков находился, отбывал пожизненное заключение за государственный терроризм, который совершил Красиков по приказу российского правительства. И русские спецслужбы задержали американцев, немцев и потребовали обменять своих шпионов, убийц, террористов на граждан Америки и Германии. И состоялся 6 на 6, если не ошибаюсь, или 8 на 8 тогда был обмен. И Карамурза, Пивоваров, кого там еще передали, еще 2, 3, 4 человека в дар. Их не просил никто. Понимаете? И сейчас они вокруг вот этого Ходорковского. Все собираются, Карамурза собирается, тоже матерый имперец. Я тоже в нем ошибался, как когда-то и в Ходорковском. Ну, он не был информирован, скажем так. И вот эти люди фактически сейчас на Западе имеют свои контакты. И мы говорят, мы вот давайте. И если сейчас у военных, российских военных, что-то будет получаться против ФСБ, а ФСБ тоже, скажем прямо, не все за то, чтобы там, воевать против Украины, сливать Россию там, Западу, сдавать там интересы России. Там есть тоже, наверное, я думаю, есть, конечно. И, ну, веры им нет. Хотя, не знаю, что там российские военные решат, решать им. Но по большей части, вот эта ситуация вместе с Карамурзами, кто там был еще, вот этот, как его, мелкий такой. Ну, вот эти все оппозиции якобы, они должны народ поднять. Должен подняться народ. Должны поддержать Ходорковского, Каспарова, Гудковых, кто-то там разные всякие, там, ну, фамилии все известны. Соответственно, военным тоже придется поднимать народ. Российская армия, большая армия, у нее много потерь и много родственников у этих убитых, раненых и так далее. Многие недовольны, многие понимают, что их просто, они катятся в тартарары. И эта ситуация будет подниматься, подниматься, подниматься. И им тогда придется что сделать? Нужно отвлечь внимание, либо начать, якобы начать ядерную войну с Америкой, которая никогда не произойдет, абсолютно. 100% этого не произойдет. 99% этого не произойдет. И им фактически придется противостоять, ну, очень в гражданском конфликте. Тогда, может быть, силы будут направлены на Кавказ. Любимое занятие у России, у ФСБ – убивать чеченцев. Конечно, это делают российские военные,
том числе. Ну, ФСБ тоже очень сильно отличилась, в том числе и Гиркин. Но вот они будут таким вот образом отвлекать внимание. Может, на Кавказ будут запускать разных своих вот этих русские общины, все остальное, что также курируется там, ФСБ, Следственный там, комитет и так далее. Поэтому события нас ждут интересные. Не знаю, когда будет этому развязка. Я как бы немножко переосмотрел Максима Шевченко, который, я думал, он ФСБшник. Я полагаю, он работает на российских военных. И это тоже для меня стало открытием вот сейчас в этом противостоянии, судя. И будем наблюдать, если Максим Шевченко либо будет куплен, запуган и переделан, либо он будет посажен или уничтожен. Это будет видно, чья берет. Потому что это один из самых у них главных голосов, которые просвечиваются. Давайте посмотрю, почитаю ваши комментарии, друзья. Я смотрю, здесь троллятина, как обычно, зашла. Мне интересно, друзья, чтобы вы сказали свое мнение. Мне важно ваше мнение. Я хочу, чтобы мы обсуждали это. Мы поняли, к чему это идет и что из этого выйдет. Тогда, когда пошел Пригожин на Ростов, было очень интересно наблюдать, когда недовольные, требующие справедливости, да, что вот их бросили в мясорубку, а сами сидят там на золотых унитазах, и мы на Рублевку пойдем, мы там это пойдем, на Кремль не шел никто, на Рублевку шли максимум, ну грабить, как они любят. Самое интересное было наблюдать, что их требование было не то, чтобы там, дайте нам справедливость, там, давайте договариваться с Украиной, да, за что мы воюем, за что, понятно. Вот. С тех пор сколько уже потеряно еще интересы России, Россия отступает, отступает, отступает. И по идее военные, которые патриоты за свою Россию, они должны бы требовать что-нибудь для России. Так они требовали снаряды. Знаете, это когда рабы поднимают восстание, но требуют не справедливости, а орудия труда, кирку, лопату требуют. Дайте нам кирку, дайте нам лопату. Вот так это выглядело. И было понятно, что это инсценировка. Я ни одной секунды, ну, вначале еще я не мог понять, что происходит. Какой-то потряс, какой-то мятеж, там, один день. Какой-то самолет сбили, мы так и не увидели, вертолет что ли сбили. Я так и не увидел ни одного видео, где сбивают какой-то вертолет там и так далее, что это вот сбит именно Пригожинскими. Но это шумиха, вот это накручивалось для большей убедительности. И если бы они реально были бы какими-то бойцами, я думаю, из вот этой ростовской базы, по крайней мере, Евкуров с ними не сидел бы, не разговаривал бы. Он бы, я думаю, он и другие там предприняли бы меры определенного характера. Ну, Евкуров тоже человек, я думаю, близкий с ФСБ. На должности не назначают не близких, наверное. Не знаю внутренних их распорядков, их взаимоотношений. Но было интересно наблюдать, как начальник ГУР Украины Буданов на голубом глазу, ни капли не стесняясь, сказал, да, это был настоящий мятеж. Я понял, что они все в доле. Все друг друга прикрывают, что это был мятеж. А для чего Буданову это? Давайте придадимся логике. Для чего Кириллу Буданову говорить о том, что это был настоящий мятеж? Хотя это не был настоящим мятежом. Да? Я простой блогер, правозащитник, который из открытых источников анализирует ситуацию. Я видел, что это обычная имитация. Для чего Буданову, имеющего много информации, не может же он настолько некомпетентным быть, ну, абсолютно некомпетентным быть в этой ситуации. Хотя промолчать, если есть какие-то сомнения, не так уверенно говорить, что это был настоящий мятеж. Если враг, как они называют, война Путина,
Если врага Путина хотели свергнуть, российские военные, они хотя бы ситуативно должны были быть союзниками Буданова. И они были зачищены. Кого-то сразу, кого-то чуть попозже, кого-то на фронт отправили, кого-то взорвали в Москве или в Подмосковье. Там по-разному там с ними потом это сделали украинцы, можно сказать, очень легко и просто. Поэтому вот эта ситуация говорит о том, что в Украине и в Кремле есть, ну, скажем так, коммуникация, коннект. Об этом Швец прямо говорит, что, например, Ермак встречался в Омане с Патрушевым, и Ермак до сих пор находится рядом с Зеленским. И Зеленский, попав в ситуацию, он не из политики, не из спецслужб, он актер, попав в эту систему, он может только играть по этим правилам. Ничего не может Зеленский. Зеленского могут сделать козлом отпущения. Вот что может сделать. Либо ликвидировать и сделать из него героя, как погиб там президент Украины там, и так далее, и так далее. Всякое может быть. Но изменить ситуацию, находясь среди вот этих крокодилов, Зеленскому практически ничего он не может там сделать. Он может играть только по правилам, которые уже установлены. Военные же, они, да, на фронте это сила, а в мирное время это, ну, ты уже бандит, если ты с оружием что-то выступаешь. В правовом демократическом государстве нельзя, власть захватывать нельзя. И так далее, и так далее. Поэтому интереснейшие события намечаются. Кто победит, даже не могу предсказать. Могу только обеим сторонам пожелать удачи. Давайте об этом поговорим, друзья. Почитаю ваши комментарии. А почему актер не может быть гибистом, играющим в КВН и работающим на «Газпром»? Нет, не быть не может, исключать нельзя, конечно же, Волнетка, я с вами согласен. Конечно, может быть кто угодно. А актеров очень часто вербуют, это мы тоже знаем. Еще с театрального училища отбирают лучших и вербуют. Это все понятно. Просто, ну, казалось, что нет. Ну, возможно, что нет. Я не знаю. Я ничего не утверждаю в этом разговоре. Так, давайте почитаем. На чьей вы стороне? Я на стороне Его Величества, господина чеченского народа, которого вы, русские, уничтожали и будете уничтожать. Если вы не перестанете это делать, мы закончимся. Просто физически мы уже заканчиваемся. Понимаете? Отправляют на войну в Украину просто под жесточайшим террором. Сидят гибнюки, самые настоящие фашисты, даже по высказываниям. Абсолютно аморально два человека, так называемые экзотика-блогеры, которые разговаривают, там, допрашивают, ну, общаются с военнопленными. Просто чеченцев гасят. Приходит чеченец, говорит, да я вот там, по-моему, что он там сделал, пленный. Говорит, сделал якобы справку, что там инвалидность, там на ребенка что ли что-то сделал, и получает какие-то пособия. В Украине это вообще распространено, это любимое занятие, получать эти пособия по инвалидности и так далее. И он такой, и высмеивает, и там пока, а тот дурак берет и все это рассказывает ему, а этот с этого смеется. Вместо того, чтобы радоваться, он же бюджет вроде бы грабит. И вот ты по этим вещам понимаешь, что этим людям Россия ближе, чем чеченец. Понимаете? Любой чеченец, любой чеченец. И ты понимаешь, что не Россия в смысле как Россия, а КГБ им ближе. Им нужно, чтобы они остались у власти. И они останутся у власти. Военные, они, в принципе, ну, что решают военные? Он только у себя в окопе что-то решает. Все, дальше он уже ничего не решает. Ни Сырский даже, Сырский ничего не решает. По факту. И вот эти вещи просто интересно знать. И мне нужно, чтобы мой чеченский народ был от вас
освобожден от вашего влияния. Понимаете? Вот что мне нужно. Мне нужно, чтобы вы, фашисты, убрались с моей страны, чтобы вы не убивали мой народ. Вот что мне нужно. Вот за чеченцев я. Понимаешь? А по большей части еще больше взять. Я за справедливость. Даже если чеченец будет неправ, я скажу, что он не прав. И говорил у себя в эфирах. Но чеченцы сейчас самые угнетенные люди на земле. Так, давайте дальше. Почитаю ваш комментарий. Если это не было настоящим мятежом, почему тогда об этом не говорили европейские, американские СМИ и высшие чины? А наоборот, все поддерживали версию, что Пригожин попер против Путина. Кавказиан, Албания, ты очень интересный вопрос задаешь. И очень, сказать, уместный вопрос ты задаешь. Но, знаешь, когда я общался с Полом Гоблом, раньше, несколько раз я с ним интервью проводил, и в одном из интервью я сказал, почему, когда убили Джохара Дудаева, ни Америка ничего не сказала, что это не она. Почему стоит ли за убийством Джохара Дудаева Соединенные Штаты Америки? Почему так ведут себя Соединенные Штаты Америки? Он сказал, из-за нашего невежества мы многого не знаем. И в советское время, и после у американцев недостаточно, на Западе недостаточно, на мой взгляд, знания о России и о процессах, которые происходят. А если украинская сторона, если Буданов и подобный какой-нибудь Малюк, глава СБУ, какие-нибудь там, я не знаю, другие, Подоляк, говорят о том, что это был настоящий, ну, подхватывают и говорят. Вот так все это происходит. Многие просто не понимают, что происходит. Реально не понимают. Мне кажется, когда был Советский Союз и противостояние Западного блока и Варшавского, тогда, мне кажется, была договоренность между руководителями советской власти, КГБ СССР и там ЦРУ или там администрациями, которые там есть. Да? Администрации-то меняются в Америке. Там, в основном ЦРУ за границей работает. И там Министерство иностранных дел Соединенных Штатов. Они договорились, они же сидят в одном здании, как известно, являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. И американцы, французы, англичане, китайцы, русские сидели и делили мир. Делили мир, всегда договаривались. Понимали, что друг друга они бомбами закидывать не будут. Да, там у каждого есть свои интересы, они их отстаивали и понимали, что нет необходимости бояться Советского Союза. Если у тебя на самом верху договоренность, а вертикаль власти в Советском Союзе была, как и сегодня, такая же, стабильная, КГБ все контролировало, и КГБ докладывало ООН, что все нормально, не волнуйтесь. Поэтому я полагаю, что не было много и как бы зоны влияния были, понимаете, зоны влияния были. И многие просто, американцы занимались другими участками, другими частями света, и Советский Союз не лезли. Поэтому не было экспертов. Не было просто экспертов. Очень мало было экспертов. Кто говорит на русском языке, кто знает культуру и так далее. Поэтому было вот недостаточно. И Россия, ФСБ очень хорошо делает свою работу в этом смысле. Потому что здесь невежественны, а тут очень много вкладывается, чтобы внедряться, добиваться. И вот мы видим теракты, расстрелы школы в Америке, теракты, 11 сентября, бостонский теракт. Огромное количество разных терактов. Америку втягивают в разные войны, которые ей необходимости не было никакой. Например, тот же Афганистан.
Ну, что от Афганистана? Ладно, в Ираке там арабский мир, там может какое-то влияние, там что-то закрепилось. Не знаю, насколько там сильно все закрепились американцы. Но в Афганистане какие-то колоссальные суммы были потрачены, там 20 триллионов, что ли, или 2 триллиона, не знаю, какие за 20 лет, там какие-то колоссальные цифры, говорят, называются. И что? И ничего просто, и ничего. Поэтому думаю так, думаю, поэтому много-много агентов среди журналистов и плюс фрилансеры, которых просто покупают, которых используют, которых там направляют. Да? Кажется, думаю так. А так только Господь знает, как на самом деле. Сразу сталкиваемся с горячей фазой и не готовимся. Что ты имеешь в виду? У меня тут в ТикТок идет стрим, друзья, поэтому буду иногда там читать тоже. Мы все помним, что он говорил. Ты, наверное, про Будана говоришь, да? Запад не закрывал глаза, ему по Сербии попадать надо. Возможно, Алексей, возможно, это тоже, да. И Ичкерию отдали, и демократическое, европейский президент демократического европейского государства Джохар Дудаев, который был абсолютно прозападным человеком, абсолютно проамериканским человеком, в смысле понимания, стремления, был убит, когда президент Билл Клинтон с визитом находился в Москве, ну или в России где-то он там находился. И как раз они занимались ядерным разоружением, Сербией, там, Югославией и так далее, и так далее. И тишина, просто гробовая тишина. Чеченцев просто этим убили все. Я думал, и многие чеченцы думали, что там, Запад поддержит, там, нет, гробовая тишина. И слухи начали среди чеченцев, КГБ начало распускать, что это виноватый Билл Клинтон. Я об этом писал разные статьи, они у меня есть и на моем сайте есть, и в YouTube найдете в разделе сообщества, и в Facebook есть, везде я их распространял. Американцы, я думаю, не причастны к этому, им просто необходимости нет, но высокомерие, абсолютное непонимание ситуации, думаю, так отнеслись. И да, и разоружение, ядерное разоружение, там, давить Югославию, вот сидит Клинтон, плевал он на все остальное. Вот он сейчас президент, ему нужно сейчас в Европе показать, что вот он европейскую и маленькую Россию, маленький СССР, Югославию, он его раздербанил и повесил себе там на грудь заслуги за это, все в истории, герой там и так далее. Плевал он там, какие там права человека, демократические принципы. Я обратил внимание, демократы, чеченцы никому не нужны. Нужны исламисты, каратисты, фашисты и кто угодно. Российские чеченцы нужны, но не нужны демократы, независимые, свободные демократы на Западе не нужны. По крайней мере, пока я не вижу особого ажиотажа вокруг демократов, чеченцев. Нужны исламисты, да, вот это да, вот их на территории России не запрещают, здесь у них все нормально, Россия финансирует их. Их каналы, YouTube каналы не запрещают, ну, все нормально, все нормально. Мой канал через год после открытия уже был наложен, и монетизацию отменили, и потом на России запретили, и все остальное, все нормально. А в YouTube вы спокойно можете Соловьева найти, абсолютно спокойно. Абсолютного пропагандиста, фашиста Соловьева. Спокойно вы можете найти их, все их, Скобееву, Мабееву, все. А меня на России запрещают. Только во время стрима мой канал можно найти на России. Вот какая интересная. Никакой рекламы, никакой монетизации на моем канале нет. Вот вам, где он. Демократия. Так.
Напоминаю, именно обычные россиянские граждане подписывают контракт с Министерством нападения РФ, оккупируют Украину, убивают граждан Украины, нажимают на кнопки запуска ракет «Шахедов», клепают ракеты. Джим Керри, абсолютно с тобой согласен, кто спорит? Абсолютно согласен. Да, это так. Пропаганда велась, ведется. Вы знаете, что именно опять возвращаясь к чеченцам, к геноциду чеченского народа, именно на чеченском примере было показано, что можно совершить все, что угодно. Россия вышла на первое место по донорской пересадке органов, когда был геноцид чеченского народа. Можно всю республику превратить, всю страну превратить в сплошной концлагерь под открытым небом. Да, убили несколько из Красного Креста, там, журналистов убили. И все, и больше никто туда не полез. Сказали, опасно, нам нельзя. Россия умеет манипулировать, управлять Западом. Очень даже хорошо умеет управлять. И вот все возвращались героями. Смотрите, потом Кадыров начал показывать, что он пехотинец. Сказали, смотрите, вы думаете, почему фашист Дугин сказал вот эту свою фразу, которая навсегда останется с ним. Убивайте украинцев, убивайте, 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 говорил он. Помните? Это я вам как профессор говорю. Именно это они делали с нами, с чеченцами. Вы не видели оскал этого бешеного медведя-людоеда перед тем, как он задирает человека, разрывает его на части. Мы, чеченцы, увидели этот оскал, и мы живые свидетели этого. Я лично живой свидетель этого, как и многие чеченцы. Так вот, украинцам, когда я говорил, на вас нападут, вам создают криминогенную обстановку. В 2013 году я писал украинцам. Мне говорил украинец, нет, ну ты понимаешь, мы же не мусульмане, у нас там религия одна, у нас много смешанных браков. Там, я говорю, оставь это, у вас нагнетают криминогенную обстановку, вам туда завозят оружие. Я это просто видел, как адвокат, как чеченец, который наблюдал разные, слышал информацию, все это было слышно, доносилось. Не верили в этот оскал этого зверя-людоеда, не верили. А мы видели, мы знаем. Понимаете? И этот зверь-людоед, который очень хорошо, медведь умеет очень хорошо притворяться, мимикрировать. И этот медведь-людоед пошел дальше. И пойдет дальше. Сейчас уже не получится, конечно. Но собирался пойти и дальше. И Европу кокнуть, как говорил Джохар Дудаев. Собирались. Вот такая вот интересная загогулина. Так. Я думал, у США, как у западных стран, в том числе Ми-6, самая лучшая разведка. Они знают обо всем. Но, скажем так, в последнее время, особенно с тем, что вот сейчас вот эти смартфоны, интернет появился, США стали очень мощной разведкой. Раньше работали все, ну я предполагаю, работали все по старинке. Вербовка, там, агентура, там, туда-сюда. Сейчас уже совсем другой уровень. Да, мы все сами пишем, тот же чат GPT мы пишем. Это все, конечно же, контролируется американскими спецслужбами. И айфоны, и самсунги. Samsung это, как мы знаем, корейские, южнокорейские. Это тоже союзники американцев. Поэтому и очень близкие союзники. Поэтому в этом смысле многое изменилось за последние 20 лет, 30 лет. Очень сильно все изменилось. Ну, знаете, я обращаю внимание, что происходит. Когда Россия запускает какую-то схему, какой-то свой проект, ФСБ запускает какой-то свой схематозный проект, тогда просто все пытаются извлечь себе выгоду в своей стране.
И Россия всегда учитывает мнение и британской разведки, и американской, западной разведки и так далее. И она всегда хочет участвовать в процессах и так далее. И не забывайте, они до сих пор все сидят в ООН. Все до сих пор сидят в ООН, абсолютно вместе, все делят мир, управляют миром, командуют. И в этом смысле там все нормально у них. Можем не волноваться, Леон, да? Можем не волноваться. Ну, а так, конечно, была, я думаю, была информация. Например, тот же Дэвид Саттер, у которого я тоже брал интервью, по взрывам домов в 99-м, в которых нас обвинили, чеченцев, и пошли топить в крови. Кстати, российская тогда армия не вякнула даже. Понимаете? Ей дали возможность пограбить. И вот они пошли грабить. А то там каких-то россиян взорвали. И сейчас Ивашов, рассказывая, говорит, вот, мы должны вывести народ. У нас в соответствии с Конституцией есть право там. Ну, грамотно, правильно, так и надо говорить. Ну, а пойдет ли народ за этой армией, которая ничего не сделала, когда их взрывали в Рязани, когда их ФСБшники взрывали, уничтожали? Пойдет ли? Вот вопрос. Русского народа нет как субъектной части вот этого общества. Нету ни русского, ни российского, не существует их. Есть запуганные, атомизированные, готовые мимикрировать и подстраиваться под любую конъюнктуру индивиды. Все. Нету никакого русского народа. Вот в чем беда бедой получается. Вот так вот. Так. Вот они пошли тогда топить чеченцев в крови. Топить пошли, грабить пошли. Свои садистские наклонности удовлетворять. Так. Да, Светлана, совершенно верно. Путин, Патрушев взрывали дома. Я про Дэвида Саттера вам рассказывал. Сбился с мысли и про взрывы домов. И вот я Дэвиду Саттеру задал вопрос. Вот нас там топили в крови за взрывы домов и так далее. А я говорю, американцы разве не знали, не понимали, что мы, чеченцы, к этому не причастны? И он сказал, я делал запрос, по-моему, в Госдепартамент. Или куда-то он там делал у себя запрос в США. И ему сказали, что засекречено. А значит, знают. Понимаете? А значит, знают. Кто взрывал дома в 99-м году в Москве, Буйнакские, Волгодонские. А в Рязани были задержаны ФСБшники, очень похожие на Гиркина. А Квачков сидит с Гиркиным. Как вы думаете, какой бы патриот не был Квачков, как бы он не хотел убить Чубайса, что бы он там ни делал, народ пойдет за такими, которые сидят с теми, кто очень похож на тех, кто их пытался взорвать в Рязани. И в других городах все-таки взорвали. Все-таки взорвали. Не везде, наверное, одни и те же действовали. Были, видимо, и разные другие группы. Дякую вам, дякуємо. ЗСУ, слава Україні, славочки. Героям слава, слава ЗСУ, друзья. Слава ЗСУ, слава великому украинскому народу. Дай вам сил, мудрости и непродажных людей. Дай вам сил, украинцы. Россия будет отвечать за развязывание войны и убийство мирных людей, говорит Василий Король или Король. Василий, я полностью согласен с вами. Но Россия это не человек, не персона.
кто-то должен отвечать. Так вот, ФСБ уже определило, что это будет российская бандармия. Понимаете? А вот бандармия, русские боевики, российские боевики, с этим, по всей видимости, не согласны. Что они сделают? Посмотрим, будем наблюдать. Будем наблюдать. Так, привет, Мариуполь, привет, Сергей. Амин, тут на все 100 согласен. Говорит, Джар, с каким конкретно тезисом? На все 100, а с другим на сколько? На 99? В 1933 году Украина посылала СОС, но, увы, всему миру нужны были дешевые ресурсы, так и Чечню кинул мир. Да, к большому сожалению, знаете, я наблюдаю то, что сильные страны, которые вот после окончания Второй мировой войны, после Потсдамской конференции, когда они поделили мир, уже юридически обосновались, те, кто заняли эти территории, остаются на этих территориях, другие на других территориях, стало ясно, что они всегда договорятся. А мы, ну, получится, да, что-то нам выбить, да, получится, нет, нет. Знаете, вот такой вот очень несправедливый этот мир, я вам скажу. Очень-очень несправедливый мир. И мне, как чеченцу, больше всех видно это. Сейчас и украинцам видно, и грузинам это стало видно. Сейчас идет геноцид в Судане. Просто люди, которых поддерживает милиция, так называемая, которых поддерживает Арабские Эмираты. Да-да, те самые Арабские Эмираты, где там красота, там богатство, все там. Министерство счастья там хочет создать их не там принц или кто у них там он. Какой-то бедуин, какой-то дорвавшийся до долларов, нефтедолларов. Просто людей просто уничтожают. Вы бы это видели, вам это нужно увидеть. Наверное, скоро будут это показывать, потому что уже все, везде эти кадры, все видео появляются, как людей расстреливают. Там 12, 14, 15-летние пацаны, им дали автоматы, они же молодые, маленькие, они же безмозглые. Просто людей просто расстреливают, только за цвет кожи. Мусульмане, сунниты с обеих сторон. С одной стороны разные чернокожие мусульмане, с другой стороны арабские мусульмане. Арабских мусульман поддерживают Арабские Эмираты. С другой стороны вот этих чернокожих поддерживает Россия и Иран. И просто идет уничтожение. И нарушение с обеих сторон идет. Больше всего сейчас говорят о нарушении со стороны тех, кого поддерживает, вооружает Арабские Эмираты. И весь мир молчит. Где международное право? Потому что нету никому дела до этого. Да, там Арабские Эмираты с кем-то разбираются. Плевали все. Значит, дело не в человеческой жизни. Понимаете? Они мусульмане, они бедные, нищие, никому не нужные. И уже в Судане давно это противостояние идет. С 22 года у них усилилось. А вот сейчас в октябре у них там просто резня идет. Женщин, детей просто расстреливают. Понимаете? И защитники Хамаса, террористов, где вы все? Где вы все? Когда в Сирии был геноцид сирийского арабского народа, вас тоже я не видел, когда мы здесь митинги проводили, когда кричали об этом. Потом сейчас в Судане не вижу уйгуров, когда преследуют именно за их религию. Тоже вас, братья мусульмане, где вы все? Не видно. Ну, когда российская пропаганда вам сказала, нужно против Израиля, вы тут все тельняшку рвали на груди. Да мы так, да это все евреи. Где вы сейчас все?
Где вы? Нет у вас, потому что вам пропаганда это еще не сказала. А как пропаганда скажет, тогда вы будете это говорить. Про Китай, про уйгуров она вам не скажет, потому что Китай это старший брат Путина, ФСБ. Как-то так, друзья. Как-то так, Дион. Вот такой этот мир несправедливый, абсолютно подвержен пропаганде. Вот эти все средства массовой информации просто забивают пропагандой все вокруг. Где эти Греты Тунберги? Совершенно верно. Где европейские вот эти все, кто левые, правые, выходили тут митинги, там, Хамас спасти, Хамас спасти. А, Это просто откровенно двойные стандарты. Откровенно. И вроде думаешь, да, смотри, как люди переживают за людей. Как же жалко им людей. Вот какие они... Нифига подобного. Нифига подобного просто. Конечно, это еще и пропаганда, которая здесь и со времен еще Советского Союза, вот эти левые коммунисты, они очень тесно любят Россию, просто жить без нее не могут. Ну да, левые. Они выходили за 30 евро в час. Да, были, которые за деньги выходили. Совершенно верно, божественно. Приветствую тебя. Шалом. Шалом. Ну, сейчас коммунистов и нет вообще-то, если ты тут за коммунистов мне сейчас будешь объяснять. Коммунистов и нет. Да их не было никогда, это фантом был. Какой-то коммунизм, абсолютно. Какие-то сказки придумывают, и люди верят. Так, ультраправые поддерживают фашистскую Россию. Да, поддерживают. Поддерживают. Многие поддерживают Россию. Многие-многие. Начиная там разные там меньшинства, там все много. Кому, кто бабки платят, те вот имеют свою пасту, вот их выводят. И выводили. Выводили. Кстати говоря, сейчас Трамп меня, видимо, услышал. Я тогда сказал, что арабы, русские и иранцы должны восстанавливать сектор газа. Сейчас вроде бы арабы должны 70 миллиардов вложить, чтобы восстанавливать сектор газа. Иранцы пока не подвластны, россияне тоже, но я думаю, с россиянцами тоже вопрос должен быть решен. Потому что первые должны быть вперед, чем арабы. Должны туда вкладываться в сектор газа. Русские. И, конечно же, арабы. Арабы, которые все это время, эти 70 лет терроризировали Израиль. Нужно восстанавливать это все. Ну и, конечно же, тем людям, которые там сейчас находятся без жилья, без средств существованию, должны тоже помогать. Их реабилитировать надо, их теперь нужно раззомбировать. Их сперва зазомбировали вот этой пропагандой антиеврейской, антиизраильской, сионисты, сионисты, страшные сионисты придумали себе сами. И сами давайте, как чеченцев придумали, нам сионистов придумали. Ну вот стоят на этом, да, подонки. Самые настоящие. Россия, я смотрю, всем должна. Да, совершенно верно. Так, друзья,
Я тогда свой стрим на этом закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете, друзья. Будем наблюдать, я буду еще смотреть, и мы все это будем видеть, что будет происходить, как Россия будет решать проблему, в которую ее загнала ФСБ. Не Путин. Путин марионетка у коллегии ФСБ. Ну, не такая, чтобы абсолютная марионетка, но человек, который не решает все сам, и вся ФСБ работала на него. То есть он их человек, и это их всех устраивало. Теперь ситуация меняется. Нужна люстрация. Но сейчас антивоенный комитет, Ходорковский, который имперец, который сказал, что с оружием в руках пойдет воевать против чеченцев, который не мог из себя выдавить в Украину, да, на Украину говорил. На это значит нет этого государства, а есть территория просто, какая-то территория, когда в русском языке говорят. На Кубу, это когда остров там какой-нибудь, или какой-нибудь, на Кавказ определяется. Если же речь идет о государстве, то речь идет в Россию, в Украину, там, в России уже я уже давно говорю. Ну, раньше можно было в говорить. И вот сейчас как-то будут выходить из этой ситуации. Как они будут выходить? Что они, как будут это решать? Будем посмотреть. Будем посмотреть. Посмотрим. Ходорковский, да, и слезу, слезу, помните, как пускал, там прям плакал. Ему нужно было реабилитироваться. И эти люди сейчас антивоенный комитет. Представьте себе. Ну ладно, два Гудковых, они изначально. Ну, генерал, вот КГБ, понятно, все, но изначально он позицию занимал там. Хотя его так в Украине и не приняли. Ну, хотя так слово давали, так-то им много чего позволялось. Но сейчас вот самый главный защитник Украины будет Ходорковский. А для Украины что Ходорковский, что Путин, что для чеченцев, что Ходорковский, что Путин, все едино, так сказать. Все едино. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Посмотрим. Дай Бог быстрее закончится, как говорится. Ну, знаете, хоть вот я весь почти 1,5 часа вам все это рассказывал, но все равно считаю, что военные не смогут победить внутреннего врага, который среди них есть. Понимаете? Их будут раскалывать, их будут дискредитировать, ликвидировать. Ну, там боевые действия, если начнутся, то, конечно, военные победили бы. Но они не дойдут до стадии, когда будет там военное какое-то противостояние, уничтожение ФСБшников. Не дойдет до этого. Может, там какой-то разгвардейцы, там Кадырова подстрелят, еще что-то сделают. Да, там и все. И вообще это их радость будет, что вот они, кадыровцы, там пленили, там обстреляли, еще что-то сделали. Это максимум, что они смогут сделать. То есть марионеток, пехотинцев ФСБ могут. А на ФСБ, я думаю, душка у них нет. Душок хватит, но не хватит им возможности вот эту внутреннюю инфильтрацию победить. Хотя посмотрим. Слава Украине, все будет Ичкерия. Am Israel High. God bless the United States of America and Germany. Адикюэль Маш, всего самого хорошего, друзья. До свидания. До завтра.